Ситуация была непонятной и неопределенной, но глава МИД Республики Таджикистан сообщил, как будут выстраиваться отношения Таджикистана с Россией в будущем. После всего произошедшего подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Сложившаяся ситуация в мире не должна оказывать негативного воздействия на политические отношения между Таджикистаном и Россией, заявил министр иностранных дел Республики Таджикистан Сираджиддин Мухридин журналистам в Душанбе. Наши отношения с ключевыми стратегическими партнерами, включая Россию, не зависят от внешних обстоятельств. Мы развиваем эти отношения последовательно, логично, исключительно с учетом национальных интересов нашей страны, сказал он. Он отметил, что введенные против России санкции не могут не оказывать влияния на различные сферы развития Таджикистана, включая социальные и экономические аспекты. Санкции затрагивают не только развивающие страны, но и развитые государства, поэтому Таджикистан не исключение, подчеркнул он. Однако Мухридин заявил, что Таджикистан активно работает над укреплением торгово-экономических связей с Россией. Взаимные официальные визиты за последние полгода на уровне глав правительства, сопредседателей межправительственных комиссий, вице-премьеров, глав МИД и других руководителей министерства и ведомства, а также проведение инвестиционных мероприятий способствовали интенсивному развитию двусторонних экономических отношений, считает глава внешнеполитического ведомства. Ранее директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайреддин Усманзада сообщил журналистам, что Таджикистан занимает нейтральную позицию в отношении инцидента, который произошел между двумя странами, Россией и Украиной, и не отдает предпочтения ни одной из сторон, и даже не находит в себе мужество назвать войну войной. 4 августа на пресс-конференции он отметил, что Таджикистан проводил прагматическую политику в событиях между двумя странами, и поэтому этот конфликт мало повлиял на темпы экономического развития Таджикистана. Мы пытаемся укрепить отношения со странами региона в этой ситуации. Сегодня страны региона сблизили свои экономические отношения. Укрепление экономических отношений между странами Центральной Азии позволило снизить негативное влияние событий в России и Украине на экономическую жизнь Таджикистана, сказал Усманзада. Хайреддин Усманзада отверг ослабление позиции России и, следовательно, рост влияния Китая на Таджикистан после событий в Украине. Он заявил, что Таджикистан поддерживает баланс со всеми влиятельными странами и в данном случае не отдает приоритет какой-либо стране. В то же время международные организации и западные страны критикуют Таджикистан за поддержку России. В частности, недавно Евросоюз и Госдепартамент США заявил, что ведут санкции против стран Центральной Азии за помощь России в обход их санкций. В отношении Кыргызстана они уже введены. Как вы относитесь к такой ситуации? Верите ли, что наша страна сохраняет баланс и не поддерживает никого в этом конфликте, в этой войне? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.